Более 30 летчиц и штурманов участвовали в ударах по Ирану. На этом фоне в Израиле не утихают споры о роли женщин в боевых частях. В самом Израиле по дороге на место трагедии, попадание иранской ракеты в Бейт-Шемеш, автомобиль начальника штаба командования тыла был забросан камнями. Нападение было организовано Иуда сектантскими экстремистами. Женщина-офицер получила ранение. Воистину неисповедимый Ближний Восток. You fine? Really? You need something to help you? No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. Everything perfect? В Израиле солдаток с молчаливого согласия Нетаньяху и Иуда сектантской комарильи закидывают камнями, а в другой израильским летчицам предлагают помощь и благодарят за защиту. С начала операции «Львиный рык» более 30 женщин, правящих военнослужащих ВВС, приняли участие в ударах Цахала по Ирану. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Цахал в ответ на запрос информационного агентства ИНИТ на фоне дискуссии о допустимости службы женщин в боевых подразделениях. Речь идет о десятках летчиц, штурманов и техников, задействованных в операции. В интервью британскому изданию Daily Mail одна из представительниц экипажа рассказала, что в ВВС служат более 70 боевых летчиц и штурманов. После операции «Народ как львица» июнь 2025 года капитан с штурман-истребителя F-16 из 107-й эскадрильи поделилась впечатлениями от продолжительного вылета к целям в Иране. По ее словам, по пути к цели экипаж находится в полной концентрации, внимательно слушает связь и готов к любому изменению обстановки. В воздухе нет лишних разговоров, только после возвращения в безопасную зону можно позволить себе короткую фразу пилоту, какая это была миссия. Говоря об интенсивности работы с черной Симхат Торой 7 октября 2023 года, она подчеркнула: «Ты просто ждешь, когда тебя вызовут. Хочешь защищать и атаковать. Ради этого и тренировались. Неважно, спала ты ночью или нет, ты поднимаешься в воздух и выполняешь задачу». ده‌ها زن خدمه پروازی نیروی هوایی اسرائیل شامل خلبانان و کمک خلبانان نشان دادند که شجاعت حد و مرز نمیشناسد. این شیر زنان در حمله گسترده نیروی هوایی اسرائیل به دیکتاتوری جمهوری اسلامی شرکت کرده و ثابت نمودند که زنها نیز میتوانند در خط مقدم بایستند و از باورشان دفاع کنند. این فقط یک پرواز نبود، شکستن دیوار سرکوب. به زنان قدرتمند ارتش دفاعی اسرائیل، به همرزمان دلیرم افتخار می کنم که دوش به دوش مردان از خاک کشور اسرائیل دفاع می کنند. پیامشان روشن است: زن تماشاگر تاریخ نیست، سازنده آن است.